Здравствуйте, мои дорогие друзья, на рынке Привоза. Доброе утро. Какую цену лигорны? Прошу 4. А сколько им? Им от 10 месяцев. Будем зарезанный свинь. А яйцо сколько ваше? 150 ячейка. Яйцо их. Это самые лучшие птицы для яиц. А цыплят не бывает у вас? В этом году уже нет. Уже нет? И hazırlar чубатый борщ. Доброе утро. А сколько ваши утки? Утята? 250. Чубатые, да? Да. Они так, они племенные цвета. Да? Да, будете брать, уступим. А маленькие цыпки? 50. Я у вас в прошлом году покупала браму Вот она брала. суточную. Вот она брала. Ни один не сдох, выросли такие прекрасные куры. Прекрасные. Да. Эти почем? Это 100 рублей. Не знаю, как в этом году, в прошлом году были очень хорошие. Где суточный черри? Тут есть по 80, 90, 100. Это московская? Это московское. Доброе утро. Сколько ваши? 270, 230. Сколько им? 3 месяца. 3? 4 месяца, 330. 50, 57 дадут, 150. Эти тоже. 50. Где бабочка? Бабушки по 100 рублей. А это? Ради по 280. Это же молодежи. Тоже кшуах предлагаю. А, Муларды. муларды. И сколько муларды? Возраст 280. Цена? 280. 280. А обычные? 100 рублей. Это просто обычно белые, да? Да, белый. 150. Сколько ваши муларды? 320. И сколько? А гусята? 400. Погажи эти жизни. Я что, не вижу, суточные, все за Да, все, суточный. Муларды все, суточный. Кайыкы ложится лису. Бабушки скажут. 280, все, муларды. Чубатые ержени и птичкам. А? Ах, слушай, кутим, теперь разбавляешь с лигором. Эти хорошие. Где хамулардер? Где хамулардер? А маленькие? Мама, за маму надо Мама. Мама, Дача. я живу 3 недели. О, посмотри, красивые. А Москва череп въехал? 350? Им сколько? Доброе утро. Доброе. Это доминанты? Да. И сколько они? 180.
А такие? Эти 230. Эти французские броли, эти тоже. А, это французский Да, блюдо? да. Сколько вы сказали? 230. Это тоже французский Да, блюдо? да. Эти 140. Ну, я знаю. Птицу я знаю. Сколько такая птица? Сколько? 300. Царя 250 стоил, Мари 200 стоил. Это же французский бройлер тоже? Да, бачиш, Ларда. А чё, мы тебе? Килограмм 300? Малина здесь дороже. Малина, видите, 250 моя с базы. Капуста в какую цену у вас? Капуста 60. هاي سريع ها همشي تحور بدي الخسر هتسرع هركبت الصبح هاي سوت ده ديال شو در هاوي ده ديال شو در هاوي Дыня почем? 60. Так, снимать некогда просто. Снимать некогда. Я Мадина привозит детей. Позвонила, что везет детей. Поэтому надо срочно ехать домой. Это, знаешь, карлики. Это шпанка? Такие маленькие деревья. И сколько? 200. Килограмм 200, да? Дороговато, конечно. Мои дорогие, это новый день. Я решила к вам подключиться. Как раз у меня идет заказ. Ролик, который я снимала в этом на рынке привоза. В тот день я больше не снимала. Это было позавчера, а это сегодняшний день. Это вторник, друзья. Сейчас буду делать, значит, у меня мясной рулет на заказ и 10 мясных корзиночек тоже на заказ. Короче, вот такой вот небольшой заказик у меня получается. Сейчас мы быстро это все организуем. Мясо я еще с вечера, заказ мне был дан еще вчера. Со вчерашнего вечера вынула из морозилки и разморозила. Ну, немножко, правда, здесь есть. Ну, лед, да? Ничего, все растает. Сейчас быстренько добавим сюда лука. Это будут сначала у нас корзиночки. Зажарку я уже сделала. Так, но это не это. Это тоже для рулетов. Так, еще раз прошу прощения, что я не отвечаю на комментарии, мои дорогие. Читаю, как я всегда говорю. Может быть, когда-нибудь у меня появится время, чтобы и ответить вам. Очень-очень хочется, конечно, чтобы я вам отвечала, чтобы была обратная связь. Так, мне сегодня еще нужно сходить в больницу, снять швы. Потому что уже все, рука вроде бы зажила. Mucha haja. Да, махаться. Хорошо. Так, к сожалению, нет болгарского перца
наших магазинах. Так, у меня где-то был замороженный. Угу, есть. Ничего страшного. Есть замороженный. Немножко оттает. Можно будет в рулет. Все равно он будет вариться. Так, теперь я быстренько перекручу, короче, друзья, этот лук. Сейчас пойду. На той стороне у меня розетка. Так, ну, значит, где-то 250 грамм лука. Так, это подождет пока. Теперь соль, перец. Чайная ложка соли. Неполная чайная ложка черного перца. Добавим немножко чесночного перца. Даже не чесночного перца, а чесночка добавим. Такого вот гранулированного. Так. И немножко, наверное, красного острова. Все. Теперь это все тщательно перемешаем. И основа для корзиночек. Фарш, вернее, для корзиночек готов. Сейчас включу быстро духовочку. Просто она мне вчера со мной переписывалась. Спрашивала, что, как, почем, куда. Я ей отвечала. Потом она последним, хотела, чтобы я сделала небольшую уступку. Я уступку ей сделала. Сказала, что рулет сделаю немножко дешевле. Но она в последнем сообщении написала: хорошо, тогда мне 10 корзиночек. Завтра к 4. Ну все, 10 корзиночек, 10 корзиночек. Эти же корзиночки быстро и запекаются быстро, и делаются быстро. И я как-то вот раз к 4 думаю, где-то 2:30 начну их делать. И долго не заходила в WhatsApp, а у меня уведомления в WhatsApp. Если что, друзья, многие, конечно, с YouTube мне пишут. Вы не думайте, что я вас просто игнорирую. Я уведомления убрала, чтобы не было слышно, потому что это каждый день это можно будет с ума сойти, сколько сообщений приходит. Особенно я в разных группах еще. А там это вообще тьма. Иногда я ухожу, потом захожу, вот бывает и 300 сообщений, и 400. И представьте, если это все будет слышно. И как-то я потом через какое-то время, видимо, я не зашла, да, она мне звонит. А вы же говорили, что мне рулет сделаете. Я говорю, а ты мне не подтвердила. Я говорю, рулет, прочитай свое сообщение. Ты же сказала, что 10 корзиночек тогда мне к 4. А рулет не сказала. Она говорит, да, мне нужен и рулет. Я говорю, ладно, постараюсь к 4 сделать. И рулет тоже уже 2 часа дня. Так, я сейчас подготовку сделаю еще. Так, я постелила пергаментную бумагу. Сейчас я буду взвешивать каждую корзиночку. Мы будем ее делать где-то 100-110 грамм. Пока я сначала сделаю заготовочки. По 107-108 грамм получается. И вот так вот сделаю все. Так, пока я сделала эти заготовки, теперь я второй раз перебила фарш с луком через блендер, чтобы немножко консистенция была получше. Рулет, чтобы не разваливался, да? Так, сюда тоже вот так вот ложка чайная соли, немножко чеснока, также черного перца. Я простыла, друзья.
Со вчерашнего дня немножко себя неважно чувствую. Так, что мне надо было еще туда. Так. А, да, сейчас манную крупу. Так, минуточку. Так, раз, 2 и 3. Вообще-то забыла. Обычно я манную крупу добавляю, когда перебиваю через блендер. Она лучше соединяется. Ну ничего, и так можно. Так, одно яйцо. И немножко красного перца. Сейчас быстро это тоже соединим и дадим немножко настояться. В горле першит фаршу, чтобы разбухла манка. А тем временем я буду делать это. И вместе будем запекать, друзья. У меня на субботу свадебный заказ. Эту субботу его не было. Ни у меня, ни у Танзилы. А в эту субботу и у нее, и у меня у нас заказы. И полуфабрикаты мне еще нужно сделать. Из-за того, что была порезана рука, конечно, я своим 2 клиенткам немножко опоздала. Но, в принципе, уже и отбивать не надо, потому что хорошо блендером это все сбито. Блендер это вообще такой помощник хороший. Спасибо моей подруге Софии. Так, и знаете, в комментариях я сейчас могу сказать, потому что, друзья, мы сотрудничаем с многими магазинами, и поэтому вы нас иногда, всех наших блогеров, которые делают рекламу каким-то вещам, обвиняете в том, что, в разных вещах обвиняете, то меня, то еще кого-то. Так, мне кажется, немножко водички сюда нужно. Дело в том, что мы же рекламируем вещь так, как нам нужно, как нам сказали, да. Вот мне в комментариях написала одна, что почему вы говорите, что купили, если вы делаете рекламу. Ну, вот так вот рекламодатель захотел, чтобы мы сказали, что я купила его. Да, мне мясорубка прислана на обзор, но они так решили, так хотят. И мне приходится говорить, да, что я ее купила. Ну, что поделать, друзья. Но, по крайней мере, по-любому это неправда, потому что, да, я ее, получается, купила, потому что я же рекламирую ее, я показываю ее. И это тоже, можно сказать, они у меня покупают мою рекламу. Хоть и не в денежном эквиваленте, но это все равно купля-продажа. Они продают свой товар, а я этот товар как бы за свою работу приобретаю у них. Поэтому, не знаю, говорить будьте сдержаннее, это не мое дело, но тем не менее я просто вам отвечаю. И действительно, вот мясорубка не в этом ролике же идет. Я вам могу сказать, пока, да, она у меня уже получается месяц. Пока ничего, работает нормально. Хотя моя своя была намного мощнее, конечно, да. В этом плане, да. Так. Мою мы уже отвезли в ремонт. Не знаю, когда она... Нет, знаю, когда будет. Через неделю, сказали, запчасть привезут. Потому что действительно, друзья, конечно, мясорубки не выдерживают тот режим работы. Вообще-то, наверное, надо будет скоро покупать производственно большую такую мясорубку. Ну, опять-таки, я об этом думаю сначала, да, вот, буду с вами делиться, что то думаю, что открою цех, буду работать, то потом думаю, да нет, я не буду, наверное, работать, зачем вкладываться в цех. И вот эта вот нерешительность моя мне не позволяет, в принципе, что-то как-то вот сделать основательно. Не знаю, буду ли я работать или нет.
По идее, и тратиться не хочется. Так. У меня уже 2 недели нет горячей воды. Пользуюсь только холодной. Это очень сложно, друзья. Но вот это вот мыло Веста мне просто помогает. Так. Попробовала зажарку на соль, потому что я ее не пробовала. Вроде бы нормально. Хотя можно немножко и посолить. Ну ладно, не буду, потому что там будет еще майонез, там будет еще сыр. И, наверное, все будет нормально. Вот так вот сделаем корзиночки. Ну, горло прям першит и першит. И нос насморк. Вчера утром горло болело сильно-сильно, но сегодня горло вроде бы не болит. И старший сын мне сегодня утром сразу же прямо в постель принес колдрекс. Вроде бы помогло на какое-то время. Но вот после обеда уже опять что-то и голова болит. И першит. Немножко кажется, что вот, наверное, кашель начнется. Вот такое состояние. Что будет скоро кашель. Не знаю, но у нас очень холодно, друзья. Вчера вообще это было что-то. Шел целый день дождь и холодно. Ночью так вообще я даже замерзла. Одела теплые носки, одела теплую кофту вечером. Вот. Корову доить тоже ходила в теплых вещах. Ну, сейчас вот тоже вот глаза горят. Наверное, хоть бы к пятнице мне вылечиться, а то уже в пятницу у меня подготовительные эти дела должны быть к свадебному заказу. Но он, ну как, заказ нормальный, но он не разнообразный, самое главное. Хотя разнообразный получается. Ну, нет салатов, нет бараньих ног, вот этих вот. Как-то, мне кажется, так проще. Нужно пожарить 20 кур, сделать из 15 килограмм фарша. Ну, получается, даже не из 15, а из 25 примерно, да, килограмм фарша котлет. Сказать, небольшой заказ, да. И, получается, нужно сделать, ну, где-то по 7 килограмм, наверное, нет, даже больше, по 10 и 8 килограмм фарша будет на тефтели и голубцы. Ну, посмотрим. Просто мы же считаем от того, после того, как добавили что-то к фаршу, от этого количества сколько надо делать. А так, в общей сложности мне будет привезен 30 килограмм фарша и 20 кур. Вот, а после того, как я к фаршу добавлю все, что надо, он же, конечно, увеличивается. Так что вот такие вот дела. Не знаю, может быть, приедет Мадина, мне поможет. Но точно не знаю, просто я с детьми не хочу, чтобы она, потому что с детьми это очень сложно, у нее очень капризные дети. Ну, если она няне отдаст, то приедет помогать. Еще не знаю, что да как будет. Вот так вот. Ну вот, когда есть время, я буду стараться, друзья, подключаться. Но опять-таки, знаете, когда я тогда начала показывать каждый раз свои заказы, потому что, ну нет у меня больше сегодня заказ, завтра заказ, да, каждый день были же заказы. Уже некоторые люди начали возмущаться, что уже надоели ваши заказы, надоело одно и то же. Ну, оставляя свои заказы, показывать, снимать что-то другое, у меня просто практически, друзья, нет времени, вы уж меня извините. Вот как есть у меня сегодняшний день, где я могу кусочек чего-то вам снять, я вам покажу. Может, кому-нибудь будет интересно. Ну, это в прошлом ролике шарлоточки идут, да? Шли не в прошлом, а позапрошлом, по-моему, да? Перед этим идет ролик, да, через ролик получается. Ну, это почти то же самое, что и те шарлоточки, просто это уже в форме более как корзинки будут идти. Зеленого лука я забыла, чтобы купил. Можно было как корзиночку действительно сделать, ручечку. Как-то надо и над оформлением заказа работать. Так.
Так, ну и все, теперь разогретую духовку на 180 градусов. Тем временем сделаем рулет. Так, мои дорогие, теперь приступаем к рулету. Так, немножко смажу. Это просто растительное масло, паприка и острый перец. Так, смачиваем руки. И быстро формируем наш рулет. Так, и теперь сворачиваем наш рулет.
Так, у меня немножко фольга порвалась, а поэтому поменяла, друзья, на другую. Сейчас все ставим в духовку. Я, наверное, сразу же вместе с этими корзиночками поставлю запекаться на минут, ну, посмотрим, 40, наверное. Ну что, мои дорогие, корзиночки мои уже готовы. Рулет еще выпекается. Я уже почистила лук. Мне нужно делать, как я вам сказала, полуфабрикаты, пельмени. Сегодня я, наверное, уже не поеду снимать швы. Это мы будем делать завтра. Не успела я сегодня. Ну ничего. Ничего страшного, успеется. Так, и посуду перемыла всю, пока все это делалось. Ой, вот такие вот дела. Так, сейчас переложим это все в контейнер. Так, хотела я украсить как-то хотя бы листьями салата, но в сельском магазине не всегда бывают листья салата. Поэтому как-то вот так вот будет. Так, интересно, в одну форму не войдет. Надо будет 2, да? Ну, пусть будет 2. Так, сейчас принесу еще одну. Так. Ой, туда идти не хочется. Наверное, может поместиться в эту круглую. Сейчас посмотрим. А? Ja. Фоточки. Так, ну все. Так, такси я уже вызвала, тоже на подходе. Сейчас подъедет. Так, у меня сегодня наконец-то, друзья, будет горячая вода. Дождалась я сварщика. Титан приваривает там, короче говоря, неправильными нашими манипуляциями лопнула труба, и теперь все, сварщик приехал, делает сварку. Это Дивер с ним шутит, смеется. Тоже 2 недели мою холодной водой посуду, представляете, даже после заказа. Иногда, когда очень жирные, конечно, я подогреваю воду, а так вот это вот мыло Веста, это что-то, друзья, оно отмывает буквально все, и в холодной воде, тем более в горячей. Я просто не нарадуюсь этому мылу. Ну вот, мои дорогие, заказ мой готов. Рулет, правда, разрезать сейчас нельзя, он слишком горячий. Отправляется. Такси тоже меня ждет. Так, ну что, мои дорогие, заказ 1 отправлен, и сейчас сразу же поступил заказ на пельмени. Правда, я их лепила немножко другому заказчику, но ничего. Я уже тесто замесила, так что другой заказчик тоже не будет в накладе. Сейчас перчатки одели новые. И будем наши пельмешки запаковывать и отправлять. Такси я уже вызвала. Так. Друзья, снимать себя сегодня не буду, глаза красные. Сейчас быстренько организуем отправку пельменей. Ну вот такой вот у меня день получается, друзья. Ну, не весь день, но все-таки. Вот так вот, когда успеваю, много снимаю. Но каждый раз снимать одно и то же тоже. Вы опять, я уже повторюсь, вы жалуетесь, что вам уже не интересно. Поэтому я как-то долгое время и не снимала, потому что у меня заказы, заказом. И ничего в моей жизни нового не происходило. То заказ, то уборка. Так, утят я не показала. На рынке я купила себе утят. Но завтра, наверное, поснимаю вам. У меня еще птица. Я еще суточных покупала маленьких цыплят. Они у меня уже почти, сколько, месяц с лишними уже прилипают к перчаткам. Пельмешки. Но я их вам не показала. Снимала, но эти ролики удалила, потому что
Просто немножко цыпляточек снимала и все. Но они у меня сейчас уже хорошенькие, тыквы, машала, уже большие. Это уже я вам покажу в следующем ролике. Так, немножко больше. Ой, прилипают к перчаткам. Все. Так. Ну вот. Вот, мои дорогие, 5 килограмм пельмешек. Такси уже вызов приняли, сказали, через 5 минут будут. Ну, тут 780 грамм, это уже следующему заказчику. А заказчиков у меня еще двое, которые ждут. Ну, сегодня быстренько налеплю. Да, Лэндали, если даст Всевышний. Вот так вот, мои дорогие, на этом я сегодняшний свой влог закончу. Всех благ вам, мира и благоденствия. Мерш дахалча.